Густой туман, периодически окутывающий вершину, и самые великолепные виды Ингушетии с высоты 3000 метров. Драйв и адреналин после покорения этой горы не сравнить ни с чем. Однако подняться сюда не так уж и легко, особенно сложно идти по серпантину, извилистой дороге шириной в полметра. Несколько часов ходьбы кажутся вечностью. Огромные зигзаги, обрывы, а до финиша всегда далеко. Крутой подъем отнимает все силы, ноги начинают неметь, но шаг за шагом оказываешься все ближе к своей мечте – покорить Столовую гору. Есть несколько маршрутов, по которым можно подняться на нее, но лучше всего выбрать проверенное – тот, по которому туристы поднимаются чаще всего. Широкая тропа, проложенная как ногами человека, так и внедорожниками. Практически каждый день в горной Ингушетии гостят многочисленные туристы. Башенные комплексы, живописные реки и ущелья, спрятанные вдали от людских глаз водопады. Наша республика богата многообразием. На высоте в несколько тысяч метров ощущаешь себя совершенно по-иному, нежели на равнине. И возраст для восхождения абсолютно не имеет значения. Если ты здесь побываешь, остается неизгладимое впечатление. Как наши отцы, деды, каждое утро, я могу представить, как они поднимались. Это было еще давние времена. При восхождении на Столовую гору самое главное не торопиться. Важно начать восхождение рано утром, чтобы равномерно распределить свои силы. Выйдя на седловину горы, путь лежит дальше к храму. Самое сложное уже позади. И Столовая гора, можно сказать, почти покорена. Удовольствие просто нереальное, красота неописуемая. Каждому советую. Сегодня я только дошел до храма. Это 2562 высота над уровнем моря. Самый пик это 3014. Вот, до туда еще 2,5 часа идти, но сегодня я отошел только до храма, следующий поход мой будет до конца. Перед взором открываются красивейшие пейзажи Джайравского района. В основном конечная точка маршрута на вершине у древнего культового памятника – храма-святилища Мятселя. А когда-то тут их было 3. Именно здесь с незапамятных времен раз в году собирались жители окрестных аулов, чтобы в день летнего солнцестояния совершить религиозные обряды. Я мецадия дар, я санда дахнат, я ученый вострабоняш грек. 2000 лет халгацу язда кинеш две. Москве музей улырды скинешк. Яца доллар вот, я мецади доллар да. А уз хайха насан ихап. Я хсан хадат хан бакна хадит сардри. بص بده حيس لا ويدا يخاف وصحة جاته برنشاني والله شخان صار از مش خان وز 22 июня يخافش وصحة ما سوي حتى أرجع واق وص كروبلا قط شن قامنو تا ما تتحس حاج اسمه عدها يول دا 4 بيشخم Погода в горах меняется очень часто. Яркое солнце и восхитительные пейзажи в одну минуту заволакивает туманом. И когда уже думаешь, что восхождение не удалось, сильные порывы ветра рассеивают мутную завесу. И перед глазами предстает удивительная картина. Взойти на самую вершину иногда не получается из-за густого тумана, поэтому многие останавливаются у храма Мятселя. В противном случае риск упасть в пропасть слишком велик. Сбитое дыхание, приятная усталость во всем теле, а в награду покоренная высота. Путь завораживает своей красотой не только во время подъема, но и спуска. Для тех, кто загорелся желанием совершить восхождение на Столовую гору, стоит понимать, что процесс подготовки самый основной. Организм должен выдерживать длительные нагрузки, а чтобы развить выносливость, лучше всего заняться бегом. Зелимхан Калоев, Тамерлан Хамхоев, Новости 24.